Все наши обычаи, они очень похожи на сунну, либо идут из глубины веков, которые не противоречат исламу. Ислам их, наоборот, поддерживает, утверждает. Допустим, когда мы встречаем гостя, когда мы кланяемся, да, допустим, да, показываем вот уважение. Почтение, да? Не поклонение вместо Аллаха, а уважение, да. Старший заходит, поднимаемся, да. Аксакал, допустим, говорит, салам алейкум, да. Младший говорит старшему. Это все из сунны. Когда сидим за столом, даже само вот мытье рук перед едой, да, когда мы берем правой рукой, говорим бисмилля и берем то, что ближе к нам. Это так учил пророк, давая устухан самому улугищи, уважаемому аксакалу, своему соседу, допустим, да, когда мы не торопимся едим, именно когда мы кушаем, мы разговариваем чуть. Это есть сунна. Не будьте подобны животным. Да? То есть старайтесь во время еды чуть-чуть как бы поддерживать разговор, не спеша, да, вот. Все это есть, да. Только у каждого народа оно проявляется, оно как бы по-другому. Отношение к хлебу. Например, во многих, к сожалению, мусульманских странах забыли вот эти моменты сунны. Она сохранилась уникально у нас через обычаи. Отношение к хлебу, отношение к воде, исрапчылык, голуба, да, не делай исрап, да. То есть расточительство, уважение к еде, к посуде, закрытие ночью, да, это все из сунны, то, что закрывайте, накрывайте, где вода хранится, еда, да. Да, поэтому те законы, которые есть, надо понимать, доводить до населения, что это не борьба с традициями, это борьба с исрафом. Нельзя бороться с традициями, потому что мы должны их сохранять. А надо разъяснять людям, чтобы исрафчилыка не было, да.